Доброе утро. У нас ведется утренняя уборка. Шланг, щетка. Бэтмен, покажи, как ты купаешься. Это у нас соболя. Бэтмен. Куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Эй. За насыпырку тебя. Ай, за насыпырку тебя. Ай, за насыпырку. Все равно немного диковатый. Да, диковатый. Уже не хочет так играться, как раньше. Ну, смотрите, что делает. Та вообще сожрет. Та вообще сожрет. А этот хоть вот поиграться хоть немного может. Он тоже с опаской такой. Бэтмен. Ай, палец. Ай, палец. Ай, палец. Отдай. Отдай палец. Бугу, ну-ка прекращай. Ты росомаха маленькая. Смотрите на нее, какая она. Чин. Дай лапку свою. Дай лапка. Дай лапку. Ай! Хулиганка какая. Вот так подбегает и кусает меня. Хулиганка. Эй, а ты. Сейчас тебя споймаю. Сейчас тебя споймаю. Будешь хулиганить. Кожаный нос. Ай-яй-яй. Куда так сильно? Бэтмен. Сейчас сильно укусила. Вот сейчас сильно укусила. Куда кусаешься-то? Куда кусаешься? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ах ты, я тебе сейчас. Хитрожопая. Ну иди сюда. Бугу. Ну, не хочет подходить. Только из-под тишка кусается. Это уже котяра здоровый. Здоровый котяра, да, растет? Здоровый. Ничего, мы вам к осени тоже вольер построим, дай бог. Большой, просторный. Вия. Вот так вот. Соболюха.
Слышу, уже минут 15 разрывается Йети. Пойдем. Кто там? Где? Кто там? Иди, показывай. Иди сюда, показывай. Кто там? Кто там? Кто там? Ай, кто там? Тихо. Молодец, ежонка, молодец. Вот умница, Йети, умница. Умница, все, тихо. Умница, все, умница. Хорош. Все, умничка. Теперь надо забрать ежа это отсюда. Умничка, Йети, умничка. Думаю, что разрываешься-то? Молодец. Умница. Все, теперь, дорогие друзья, я надеюсь, что с ежиком все хорошо, но пытался укусить, вон тоже вижу. Все, нельзя. Сейчас его посмотрим полностью, ежа, как он себя чувствует. И оттуда уже будем писать. Или отпустим его на свободу, или оставим у нас в парке жить. Смотрите на этого красавца. Малыш изучает все. Красота какая. Вот так вот. Маленький еще. Кусочек яблока не знаю, Ты думаешь, он будет есть? Он не будет есть. Не, он боится, он же дикий. Доброе всем утро. Смотрите, какой чистейший пруд. Здесь все отлично. Только надо поменять вот этот вот соединитель, потому что он протекает, как видите. И штекер тоже нужно поменять, потому что он чуть задевается и все перестает работать. Пруд прозрачный. Жучки в нем никакие не погибают. Я залил перекись вчера вечером. Ну, еще пруд не столько наполнен был, он всю ночь вот заливался. Вылил целую. И вот сейчас чуть половинку вылил, сейчас еще долью. Посмотрите, какой уже чистый стал. И все, выдерживаем 2-3 дня. Добавляем биодобавку специальную для прудов. И можно уже запускать наших волчар. Смотрите, тут еще приберусь. Все, рук не хватает. Арюшка, привет. Привет, Арюшка, привет, девчушка. Привет. Смотрите, как обглодали они за сутки, ну может там 1,5 суток, голову лошади. Просто и весь нос сожрали. Раздробили он. Да. Может 2 суток, ну примерно. Смотрите, как сожрали все. Мухи вон облепили все. Вольник, ты еще стоя все свои дела делаешь, не поднимаешь ноги. Все нормально, братиш. О, как шубкой уже покрываешься, хорошо. О, как управляться начал, да, братиш? Ну что ты злишься-то? Вольник уже перегнал у нас Арию. Ну, по росту. По ширине пока нет, Арюшка, и по башке. А вот по росту уже в холке, да. Вот ему 6,5 месяцев. Такой крупненький кобелечек. Хороший. Ну, как братиша любит. Он у нас Арию гоняет очень сильно, когда цыплят там даю. Или какую-нибудь еду. Вольник отстаивает, конечно, очень сильно. Понес. Одну кость все обглодали. Вон как голову сожрали. Молодцы. Арюшка, ну потерпите чуть-чуть, потерпите. Наведем порядок, запущу сюда вас.
Дорогие друзья, подошел я к вольеру с черникой со светлым. Сейчас хочу показать, как в Телеграме уже показывал, как контактирует братиш, светлый со мной. Видите, облизывает руки, могу потрогать ему. Ай-яй-яй, ай, черника. Ну-ка, легче, черничка. Ты куда так? Так. Так, подожди. Светлый, иди сюда. В Телеграме лучше, конечно, было видно, но сейчас попробуем. Иди сюда. Вот так вот. Ну вот он тоже мою руку трогает. Спокойно мы вот контактируем с ним. Конечно, черничка ревнует и не дает мне с ним вот так один на один. Но и управлять я только могу им только через черничку. Вот он, носик наш. Носик. Ты у нас палевого окраса. Есть полярники, которые такие, у них чуть серебристый цвет окрас. А у нас он идет прям палево такой, с рыжиной пока отдает. Но у него дед настоящий полярный волк с Якутии, с севера Якутии. А все остальные у него родственники с Канады, с острова северного. Да, по материнской линии, по отцовской линии по матери. Или по отцу, я не помню. Ну, в общем, у него 25% именно нашей российской арктической крови в светлом. Да, Светлый, иди сюда. Видите, один не очень хочет подходить. Светлый, сейчас вам козьего молочка дам. Ой, черничка моя. Красавица моя. Тут конину давал. С таким удовольствием ее сожрали. Пузатые ходили. Вон, видите, вся рука облизана, обмусолена. Вот так вот. Бугу у нас ест конину. Пытается в домик затащить мясо, кусок. Вот у нас Бэтмен мешает мне снимать. Бэтмен. Посмотрите, как мечется. Тоже нравится конина. Там у нас папа с Сергеем крышу кладут. Это у нас там птичник будет. Красота какая получается. Немного нам Джокер, конечно, план избил. Наш спасеныш. Вот, что у нас этот птичник уже обошелся 1250. Ну, благо у нас папа спонсор. Спасибо ему огромное за поддержку. Ну, надеюсь, мы с Сергеем сами уже этот забор закроем. У нас еще и пруд. Если самим делать, то нормально, хватает средств. Если вызывать мастеров, если Сергей уедет, не знаю, сам попробую. Если получится, сделаю, не получится, не буду делать. Так. У нас тут
затащило, да, домик. Прикрепил сейчас сетку кладочную, думал эти арматурины вон забивать сюда, а потом подумал, сделаю лучше. Во, сетку эту бросил, которая стоит вот на такую же, антиподкоп. Сейчас камнями набросаю и подзакопаю. Когда пруд будем заливать, чтобы не мешали нам волки здесь. Вот сюда их посадим в буферную зону и будут здесь находиться пока. Вот еще кусок. Сейчас здесь замотаю, прикреплю тут, везде. И в принципе все, можно безопасно их запускать сюда.